русские источники называли их по главному городу. То есть, поэтому они говорили, там, пошли на болгары, там, это. А это не значит, что у них было такое самоназвание и такая идентичность. Два слова только, но это чтобы как-то очертить рамки. Дело в том, что в средние века нет никакого национальной идентичности, национального самосознания. И этнического тоже нет. В средние века, мы уже тут неоднократно говорили, те, кто посещает лекции, они поэтому, значит, уже улыбаются. Все идентичность только социальная, сословная. И вот когда мы говорим о татарах, это прежде всего речь идет о военнослужилом сословии. Основное население, которое проживало, например, в Поволжье, оно именовало себя мусульманами по конфессиональному признаку. Если вы пришли бы, например, в XIV веке, или в конце XIII, в окрестностях города Москвы и спросили бы у местных жителей: вы кто? Они сказали бы: христиане, крестьяне, потому что они не русские. Более того, значит, есть один момент. Дело в том, что и в русском средневековье, еще до монгольского завоевания, так называемая русская земля – это территория современной Киевского, Черниговского, Переяславского, и частично Галицкого, Волынского и Смоленского княжеств. В узком смысле русская земля. И, допустим, когда в новгородских летописях или даже в берестяных грамотах есть: этот человек поехал в русскую землю. То есть имеется в виду, что он поехал в Киев, или в Чернигов. То есть новгородцы себя к русской земле не относили. Это вот будет довольно интересно, но это тем не менее факт. Поэтому современные, как вы говорите, реалии Татарстана переносить на XIV век – это очень неправильная методика, которая наших предшественников завела в тупик. Поэтому мы изучаем реалии и того, как люди действительно себя называли в XIII-XIV веке, а не строим вот такие переносы, понимаешь? Вот думаю так вот. В XVII-XVIII веке среди мусульман Поволжья было распространено такое эсхатологическое, идеологическое учение о возрождении Святого Града Болгара. Это что значит? Что нужно укреплять веру, что вооруженным путем тут ничего не поможешь. Вот раньше в Святом Болгаре была настоящая вера, а потом вот ее пришли татары и испортили эту веру. Поэтому наше дело возрождение вот этого великого Болгара и возрождение настоящей святой веры. И вот идеологически это, выступали там, есть выступление Муллы Мурада, или даже у Батырши, он пишет, что направлял прокламации в защиту возрождения Святого Града Болгара. То есть вы думаете, что это этническая идентичность? И некоторые историки, в частности американский историк Ален Франк, он тоже также впадает в такую же ересь и думает, что это речь идет об этнической характеристике. Это даже хуже, чем социальная, это мифологическое.